Здравствуйте, с вами Олег Желнин, журналист. Уже час ночи. Сейчас мы зайдем в Якутскую городскую территориальную избирательную комиссию. Идет сдача бюллетеней, подсчет голосов избирательной комиссии города Якутска. И узнаем результаты, предварительные результаты, которые сейчас после часа ночи уже существуют. Час ночи уже, да? На данный момент у нас отчиталось 110 из 120 участковых избирательных комиссий. Ну и они уже сейчас подъезжают сюда, в окружную администрацию, где находится наша избирательная комиссия городского округа. Каждый участок подвел итоги голосования на своем избирательном участке. И они сдают нам избирательную документацию. А городская комиссия, она подведет итоги выборов уже на территории всего городского округа. Поэтому почти скоро мы подведем итоги по выборам главы городского округа города Якутск. Есть какие-то такие серьезные были проблемы? В эту кампанию, конечно, много подавалось жалоб на действия участковых избирательных комиссий. В целом за 3 дня голосования у нас подано 47 жалоб, но из них только 9 подтвердилось. Жалобы носили различный характер. Не только наблюдатели подавали жалобы в избирательную комиссию, но и избиратели. И я хочу сказать, что это уже практика сегодняшнего дня, в этом нет ничего удивительного. И это хорошо, что наблюдатели замечают какие-то ошибки или недостатки в работе комиссии. И мы делаем выводы, тоже учимся. И в следующую кампанию уже допущенные неточности или технические погрешности, они будут устранены. От общего числа избирателей участвовал где-то 41. 41. Да, может быть, сейчас еще последние комиссии подъехали, сдаются, возможно, процент вырастет еще на 1, но примерно явка избирателей будет такая. Конечно, хотелось бы, чтобы избиратели активнее принимали участие в выборах. Я думаю, что каждый избиратель, те люди, которые не равнодушны к политическим вопросам нашего общества, они следили, принимали участие в голосовании и понимали, что каждый голос, он действительно важен. А если сравнить с другими выборами, в принципе, это неплохой процент или все-таки он лучше? Это такой для муниципальных выборов, на мой взгляд, вполне такой стандартный процент участия избирателей на муниципальных выборах. Конечно, на федеральных выборах у нас явка более выше, но самую высокую явку в городе Якутске мы показывали на выборах президента Российской Федерации. В 2018 году было 71%. А на местных выборах примерно 40%, около этого явка. Я знаю, что у вас была традиция раньше, включаете те комиссии, которые сдаются первыми, да? Кого хотели бы выделить сегодня? Сегодня у нас первой комиссии приехала, уже в 20 часов завершилось голосование, и около 10 часов вечера приехала комиссия участковая, которая располагается в финансовом колледже. Они первыми сдали протокол об итогах голосования, и мы их немножко отметили. Но дело, конечно, совершенно не в скорости. Задача участковой избирательной комиссии правильно подвести итоги голосования, не нарушив процедуру голосования. Это все закреплено в законе, последовательность действий. Поэтому дело не в скорости в нашем случае, а дело в точности подсчета. Но в настоящий момент мы можем констатировать факт, что явка избирателей в городе Якутске составила 41%, и на данный момент голоса за кандидатов складываются следующим образом. За Григорьева проголосовали 31 781 избиратель, за Комарова 837 голосов отдали избиратели, за Михайлова 8198, за Обедина 28 993 избирателя, за Прокопьева 715 и за Рябченко 735. Так исторически сложилось. Во вторник в час дня наша комиссия соберется, и мы подведем итоги, подпишем протокол об итогах голосования. Отрадно то, что избиратели в эти 3 дня голосования, они пришли на избирательные участки, выразили свою гражданскую позицию, отдали голос за того кандидата, который им был ближе. А завтра
уже 29 числа, или уже сегодня, да, ночь, уже город Якутск будет встречать с новым мэром столицы. Данный центр информационный, в котором мы находимся, создан по инициативе на площадке общественного штаба Общественной палаты республики. Общественный штаб, в свою очередь, был открыт совсем недавно, потому что запрос от общества возник. Возник запрос и вообще на обучение наблюдателей в будущем, на будущих выборах. Эту программу методическую Ассоциация независимый общественный мониторинг совместно с Общественной палатой Российской Федерации презентовала еще в начале февраля на площадке Координационного совета профильного общественной палате. И вот у нас на протяжении 2 месяцев шло обучение региональных преподавателей, те, кто будут уже сейчас обучать наблюдателей. И вот те наблюдатели, которые сегодня присутствуют на участках для голосования, на избирательных участках, это те, которые прошли специальную программу, которая вот была подготовлена совместно с институтами основными гражданского общества. Основная задача наша сегодня в Якутске – это общественный контроль за процедурой проведения выборов главы Якутска. Мы уже наблюдаем 3-й день. На данный момент мы фиксируем одно нарушение конкретной процедуры – это проведение незаконной агитации. Курсируют автомобили по всему городу, которые, соответственно, занимаются агитацией незаконной в день выборов в первую очередь. Мы по этому поводу написали обращение в адрес территориальной избирательной комиссии города Якутска, которая, в свою очередь, обратилась сейчас в МВД. По факту задержано сейчас 3 автомобиля. Идет также дальше проверка. Мы держим ситуацию на контроле с независимыми наблюдателями для того, чтобы обеспечить максимальную легитимность процесса и непосредственно соблюдение всех прав кандидата в первую очередь. Возможно, фальсификации при бумажных бюллетенях и как за этим проследить. За этим следят независимые наблюдатели, профессиональные наблюдатели, которые находятся на избирательных участках в Якутске. Если мы говорим, в принципе, о замене и о дистанционном электронном голосовании как панацеи от проблем фальсификации, то здесь, я считаю, полностью заменить дистанционное электронное голосование нельзя. При этом нужно понимать, что процесс конкурентный выборов всегда. Было, есть и будет. И здесь очень важен, во-первых, участие самого человека, потому что человек всегда доверяет только человеку. Понятное дело, что системе кто-то доверяет, кто-то не очень. Должна быть вариативность действий. Когда есть вот это окно вариативности, тогда можем говорить, что максимально удовлетворены все потребности избирателей. Я отмечаю очень высокий уровень организации и инфраструктуры выборов в целом. Здесь важно понимать, что вот ни на одних местных выборах я еще не видела, чтобы настолько было подготовлено с точки зрения инфраструктуры по видеоконтролю. Чуть только поступило сообщение, сразу начинают проверять камеры видеонаблюдения. Есть камеры трансляции видео, когда проверяется сохранность сейф-пакетов в сейфах и в ночное время. Если возникают вопросы, вот конкретно сегодня возник вопрос по одному из участков, просматривали камеру видеотрансляции. И она дала конкретный ответ наблюдателю. И наблюдатель не вызывает сомнений никаких. Да, есть вопросы по организации с КАИБами, но при этом мы это обсудили, и здесь как бы вопрос стоит намного глубже, потому что сейчас применение КАИБов при многодневном голосовании оно практически невозможно, потому что там нужно обновление программного обеспечения. Я уверена, что Центр избирком с этой задачей справится в ближайшее время, но на текущий момент вот установлены стационарные урны. И я хочу сказать, что нигде еще на местных выборах я не видела такого уровня открытости, гласности, учитывая тот факт, что во всех практически избирательных комиссиях висят таблички от руки начерченные, где фиксируется явка. Вот на состоянии на 10 утра такая явка. Нигде такого не было, чтобы на всех избирательных участках это фиксировалось. Поэтому я отмечаю высокий уровень легитимности и открытости избирательной системы. И что очень важно, сама избирательная система, она оздоровляется. Создан штаб общественного наблюдения. Вот, он работает по наблюдению выборов мэра. И основная задача у нас стоит, это, конечно, выборы, которые будут осенью, в сентябре. Вот, мы должны подготовить 5500 наблюдателей во всех участках и их, соответственно, обучить, подготовить и обеспечить их работу. Ведется мониторинг социальных сетей, мониторинг телеграм-каналов и вот мессенджеров, скажем так, да. Очень много фейковой информации, отрабатывали информацию о том, что ручки, они с исчезающими чернилами. Вот. Мы эти вопросы все проверяем. Есть у нас информация о нарушениях
со стороны наблюдателей от политических партий. По этим вопросам тоже мы отрабатываем. Если говорить на нынешнюю дату, ну, на это время, то мы грубых нарушений не видели. Вот, и вот большинство таких фейковой информации, оно не подтвердилось. Были, конечно, некоторые технические вопросы, вот, но на месте они были вот со стороны наблюдателями и участковыми избирательными комиссиями были решены. Взаимодействием территориальной избирательной комиссии, она тоже нам направляет информацию, по ней тоже мы отрабатываем. Ну, если вот я, например, выйду на центральную площадь, там по хулиганию, меня сразу же поймают, и у меня произойдет наказание, да? А если я напишу какое-то вот такое же, но это в письменном виде и вброшу во все соцсети, никакого наказания не будет. Вот. Хотя есть возможность вот и найти, и это наказание. Ну, правоприменительная практика, она хромает. Мы вот этот вопрос тоже ставим. Второй вопрос мы ставим в том, что вот есть у нас наблюдатели, вот это мы не разделяем вот наблюдатели от общественной палаты, от политических партий. Они, например, вот сейчас 3 дня вот работаем, да, но никаких гарантий, социальных гарантий или вот какие-то вот преференции со стороны работодателей законодательно не прописаны. То есть, если, например, у нас доноры, да, человек, который сдает кровь, он получает какие-то преференции. Ну, 1 день выходной, да, и там чай с сахаром, как, ну, знаем все, да. А вот человек-наблюдатель, он 3 дня своих отдает, получается, государству для того, чтобы обеспечить легитимность голосования. Все они под одной целью, чтобы обеспечить легитимность. Вот. И никаких у него преференций. Вот хорошо у нас вот партии еще своих наблюдателей там приносят покушать, там, ну, кто-то приносит, кому-то не приносит. Вот здесь, конечно, хотелось бы нам вот отработать, и этот вопрос мы, кстати, будем ставить на трехсторонней комиссии совместно с профсоюзами и работодателями и правительством о том, что мы должны все-таки вот тех людей, которые по долгу, гражданскому долгу пришли наблюдать, мы им должны сделать какие-то, ну, скажем так, гарантии и преференции. Вот над этим тоже мы работаем. Мы и в прошлый раз этот вопрос ставили, сейчас тоже будем ставить. Но на уровне региона мы будем вот на трехсторонней комиссии этот вопрос ставить. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете Округ.ТВ, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ. Да.